Энли сейчас летят, Улан. Успокойся. Сейчас отпущу. Все, сейчас будет воля тебе. Воля вольная. Воля вольная будет. Всем привет, ребят. Фух, ну вот, наконец-то долгожданный поход на вторую избу. На большую охоту едем. Идем на новой лодке. Лодка пока меня радует. Сегодня у меня мотор Suzuki 6. И если сравнить со старой лодкой, что вот я ездил раньше на Suzuki, в общем, небо и земля. Этот просто идет хорошо, летит. Вот. Ну, набрал там груз под тендом, потому что, смотрите, на улице такая вот пасмурная погода, небольшой моросящий дождь, вода, уровень воды. Я не помню, вот эту палку отмечал или нет, но примерно здесь воды больше, чем в селе. Как ни странно, здесь больше, да. Но здесь с уровнем, летним уровнем, примерно, наверное, уже где-то 30 сантиметров точно есть. Да, вода поднялась здесь, хорошо. Ну вот наша новая лодка. Когда я делал эту лодку, я видео показывал, как все это я строил. Но там немножко критикуют меня тоже, что у меня прибил на днище жестянку. Ну, ребят, всем советую так делать, потому что самый облегченный вариант стройки лодки идет хорошо, и ну, потом решайте сами. Я вам показал, и пример уже сколько лет я езжу на таких лодках. Вот, я остановился на первой избе. Сегодня едем мы на вторую избу, а для новых подписчиков сейчас я покажу нашу первую избу. Едем на вторую, а покажу первую. Вот. Здесь я ведро возьму, у меня 5-литровое ведро здесь. Вон Тулан бегает. Мой напарник, западносибирская лайка. Кобель. Вот он. Он ждал этого похода целый год, как и я. Ну вот, ребят. Смотрите, как опрокинуло лодку. Опа, дождем, ой, не дождем, ветром, я имею в виду. Надо подправить. Сушина еще стоит. Сейчас большие ветра были, очень сильные ветра. Я думал, это свалит, а ни хрена. Вон, смотрите, ведра, все ветром опрокинуло. И даже вот эту, как сказать, лодку. Сейчас подправлю немножко. Вот, смотрите, бушевал тут ветер, конечно, очень сильно. Честно говорю. Ведра эти. Я не знаю, кто эти ведра оставил. Это не мои ведра. Уже второй год тут кто-то оставлял. Ну что, смотрите, на землю очень много грибов вышло. Поганки, какие-то интересные грибы. Вон. Сразу хочу предупредить, кто, как сказать, не любит многосерийные фильмы. Вот этот сериал очень длинный, большой будет, многосерийный, так что сразу предупреждаю, одной серией весь поход я показывать не стану. Все буду показывать, как пройдет этот сезон. Вот. Ну вот, еще раз, смотрите. Вот такие интересные грибы. Первый раз такое вижу. Вроде раньше не было. Так, жестянку тоже, вот смотрите, опрокинул. Видите? Ну, мангал. Мангал здесь, беседка. В прошлом году построили. В будущем году обязательно уже установим новый мангал. Что-нибудь придумаем. Мне потому что кирпичи, вон, смотрите, там есть кирпичи. Руки не дошли до бани. Да и
мне он в принципе не нужен. Жестянку купил, чуть позже закроем. Может в этом сезоне еще приеду после большой охоты или же в будущем году. Вот, ну все как будет. Вот смотрите, сейчас тоже вот я смотрю, прям отходит, это все развалится. Пускай, ребят, пускай, мне не жалко, ничего страшного. Крыша течет, я смотрю уже. Надо бы, конечно, тоже отремонтировать, но посмотрим. Посмотрим. Рейку вот еще поднять отсюда. Сейчас дожди, сильные дожди были у нас. И ветра. Поэтому так все опрокидывает. Давайте зайдем в избу, посмотрим, кто-то был или нет. Челом здорово, Кырка. Как всегда, все чисто. Двери открыты. Значит, я думаю, тут никого и не было. Ну, все порядок. Это, ребят, первая изба. Планировка на второй избе та же самая. Для новых подписчиков говорю. Так, ну все. Сейчас я возьму ведро и поедем дальше. Этому ведру очень много лет уже. Сколько охотился, рыбачил с ним. Ягоды собирал. Сколько царапин, смотрите. Ну и вот тут немножко лопнуло. Отремонтировал и еще пользуюсь. Вот. Ладно, изба. Так, немножко приоткрытым оставлю. Здесь мы будем в ноябре, в декабре уже ночевать, в походы ходить. А сейчас поедем дальше, ребята. Вон, смотрите, как он радуется. Бездельник мой. Там я немножко поснимал собаку. Там была изба, и охотничья собака тоже за нами гналась. Сейчас этот столик еще уберу перед выездом. Он уже сел. Вот. Сидит, ждет. А, Талан, сидишь, ждешь. Хорошо, что дождя нету. Надо дальше идти. Небольшой туман, между прочим, вон там видно. Небольшой туман. Да, хорошо. Уток нету, одну утку только видел по пути. Ладно, ребят, давайте все. Сейчас я это уберу. Столик и поедем дальше на вторую избу. Приятного вам просмотра. Обязательно, кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Зацените видео. Палец вверх или палец вниз. Это на лето я сюда оставляю. Как бы, ну, ставлю, потом уже на зиму убираю. Под навес. О, все протекает, ребят, уже. Баня все хана. Если в будущем году я не отремонтирую, просто от этой бани ничего не останется. Так, ладно. А может на дрова спилить. Он мне не нужен, если честно. Так, ладно, первая изба. Надо идти дальше. Дорога еще дальняя. Ну хорошо, что вода поднялась. Уровень воды. Да, сантиметра 30 точно есть. Вообще отлично. Ну и радостная морда. А? Тулама. Радостная морда ты. Его больше на цепь не посажу. Это там вот чела. Всегда он на цепи.
идет просто великолепно. Мне нравится. Заехал на таежную речку. Иду на малых и средних оборотах. Не разгонишься, ребят. Ну, немножко хоть вода. О, бля, смотрите, как коряга на коряге. Сами понимаете. Лучше тише ехать. Просто мало воды. Коряги, ребят. Тулан мне дорогу показывает. Одним словом, так буду идти. Будешь... Ох, чуть-чуть не упал тулан. Опачки. Первые года много раз с лодки падал. Сейчас как-то еще осторожно стоит. Научился. Ну и лодку антисептиком намазал пропиткой. Скользкая. Прям этот, как сказать, скользит. Ты идешь по лодке и скользко. Хорошо, что я дождался уровня воды. Вообще сухо было, вообще невозможно идти. Сейчас 30 сантиметров это уже обнадеживает. Да и за эти дни еще очень много воды придет. Дожди хорошие будут. Лучше на средних. Газовать не стану. Здесь обычно мы ездили. А сейчас навалило сюда, блин. Поперек елка стоит. Воду перестал брать.
Дошли до весеннего затора, ребят. Вот он как выглядит. Как-то переломилось все. Даже, я думаю, сможем мы пройти. Надеюсь. Весь затор оказывается на острове. Да, прошел. Сейчас вода поднимется, и еще мелкие бревна оттолкнет. Самое страшное, я боялся этого затора. Весной я здесь прямо проходил, вы помните, через кусты. Река сама себе дорогу открыла. Хорошо. Самое страшное позади, ребят. Там дальше, если новых заторов нету, я не помню, чтобы были такие большие завалы. Рябчиков вообще нету, ни одного перелета, ничего нету. Тайга пустая пока. Обычно они кормятся почками на ивах, там, на березах, перелетают через речку. Что-то не очень весело. Как новая елка свалилась. Опять воду не берет, блин. Перекур, ребят. Начинается дождь, надо плащ одеть. Погода портится. Пусть погуляет, Тулан тоже в туалет сходит. Тут она лучше. Козака плащ. Хорошо. Чай попьем. Тулами. Миляна Каин. Мон гуляй. Он гуляет. А, все, нагулялся. Набегался. Ребят, первый перекур. Пью чай.
Но дальше не знаю, по минимуму буду снимать, так как начался дождь. Ну, все мокнет. Объектив, очки. Не очень приятная погода, но хорошо, что до сюда уже доплыли, дождя не было. Бежит таежная речка. Быстрая таежная речка. Тулан здесь. Вообще ни одного рябчика, ребят, настроение пока ноль. Что-то подозрение у меня такое, что ну, посмотрим. Может придет еще птица, но у реки вообще птиц нету. Может вглубь тайги зайдем, может там они кормятся там брусникой, черникой, ягодами. Но на почках я их еще не вижу. Вот такие дела. Сейчас допью чай и дальше поедем. Пока все нормально. Самое главное, этот затор, который я весной проходил, снимал вам. Я боялся этого затора, что там я потеряю час-два. Придется пилить. Но там видели, как небольшая тропинка, коридорчик такой был, проскочили. А перед этим затор там, ну это так. Это я не считаю затором. Так. Там 2 бревна держит, там спилить, и он просто уйдет. Сейчас поедем. Чай попили, в туалет сходили. Сейчас газку, дальше. Ага. Дальше шо? Да. Опа. Плыли дальше, ребята. Дождь то начинается, то прекращается, непонятная погода. Осень, что еще добавить? Ребят, здесь озеро, тут я обычно фотоловушки ставлю на бобров, но сейчас останавливаться не стану. Вот даже тропинка есть вон. Чуть ниже это уже тропинку, видать, думаю, даже и оставили. Что-то похоже на то. Вот тропинка. Сейчас ниже на несколько поворотов, там я не включался, там вообще идеальная тропа. Свежая, блин. Что? Не, фотоловушки я взял, но сегодня точно ставить не стану. На реке. Я хочу осенью поснимать глухарей. Ну, боровую птицу, зверей, по возможности волков, медведей, там, кто попадет в фотоловушку. А здесь плотина вот тут. Ну, к этой плотине еще приедем или придем. Я ее подробно покажу вам. Блядь, еще больше они построили. Озеро, короче, там, мама не горюй стала. Вот тропа тоже. При желании бобров можно там добыть, я говорю, 100 килограмм легко. Но у нас планы в основном рябчиков хочется. Рябчик, глухарь. Посмотрим. Все видно будет. Может и рябчиков нет. Одного рябчика, между прочим, видел там на песке, на пляже, там на повороте был, выскочил там. Наверное, камушки собирал. Один. Вообще один. Не знаю, что-то. Вот тут еще тропа была. Ну, в принципе, действующая тропа вроде еще. Да нет, кругом эти тропы, кругом эти бобры, их очень много, просто много. Каждым годом все больше и больше становится. Размножаются, плодятся в путь только. Хоть дождик перестал, и то хорошо.
потихоньку поднимаемся. О, блядь, смотрите, как на каждом метре ударено. Сколько ударов получает этот мотор. Но я уверен в этом моторе Suzuki 6. Поэтому на нем и иду. А Микацу, ну, просто он для меня пока непонятно. Пока не доверяю слишком. По большой воде на нем лучше кататься, думаю. Сейчас еще 2 рябчиков видел. 2 штуки. За весь путь пока 3 штуки. Хоть чуть-чуть настроение приподняли. Он чует бобров, выдры. Хвостом виляет. Самый опасный участок даже. Не люблю я это место, жесть. Она не едет. Подводный такой мох намотала на винт. Блин, такое течение тут. Я один раз веслом еле-еле здесь поднялся. Мотор сломался. И до избы я на веслах, в общем, шел. Там вдоль берега еле-еле. Прям уносит течение. Все, мух большой. Фу, не люблю я это место. Вообще не люблю. Опасное, честное слово. Вот эта береза мне не нравится. Сейчас, наверное, сразу спилю. По возможности. Потому что сейчас-то я проеду, а вода поднимется. Просто тупик для меня будет. Сейчас пила у меня с собой. Что смогу, буду пилить. Еще там придется спилить. Немножко сломать это дерево надо. Но неудобно, опасно.
Ну вот, сейчас я здесь буду ходить. Сейчас коридорчик такой. А что здесь спилил, это сломает течение. Вроде дошли, доехали. Все. Приехали, ребят. Опачки. Ну что, ребят, с прибытием дошли до места. Сейчас пойдем на избу и уже будем обживаться, посмотрим, что как там. Переоденусь и буду перетаскивать вещи. Сейчас только возьму топор и оружие и все остальное оставлю. Вот это надо срубить. Смотрите, просто мне мешает. Сейчас вода придет, еще он там просто, ну, одним словом, надо срубить, как ни крути. И воду отметить. Вот так отметим, ребята. Все, это будет уровень, когда мы приехали сюда. Посмотрим, вода уйдет или придет. Будем наблюдать. Взял только оружие, рукавицы, ну и топор. Все, ребят, давайте сходим на избу. Как там изба наша, родимая. Так, все время надо. Вон как быстро они просто зарастают. Очень быстро. Все время тропинку надо чистить. Всех разные кустарники, шиповник, ива. Тут просто можно сапоги порвать потом, если не вычищать. Вот так. Хоть немножко неудобно одной рукой, блин. Они, знаете, какие-то тонкие прутья эти. И очень плохо рубить. Фух. Ладно, давайте. Я спотел, блин. Сходим, переоденемся быстро.